Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков, и вот главные темы выпуска. Банковская сфера и ее будущее. Из ситуации, в которой оказалась страна, в том числе финансовая сфера, мы выйдем победителями. Что в Казани обсуждали и предложили банкиры России, выслушал Дмитрий Аренин. Татарстан и Республика Беларусь расширяют сферы сотрудничества. Это еще один вызов для нас, для того, чтобы мы шли быстрее, даже не шли, чтобы мы бежали быстрее и где-то наверстывали в чем-то упущенное. О чем договорились на бизнес-форуме Татарстан и Республика Беларусь, расскажет Алия Хайрудинова. Плата за УДН теперь будет начисляться не по нормативу, а по фактическому потреблению. Он может быть как в сторону снижения, так и в сторону увеличения, в зависимости от потребленного коммунального ресурса в доме. Изменится ли суммы в счетах фактуры, выясняла Юлия Гоголева. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации. В 7 пунктах изложен порядок ее организации на территории республики. Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Татарстана, имеющим мобилизационные предписания или получившим повестки, явиться в сроки и пункты, указанные в документах. Если персональную повестку не получили, прибыть в сроки и в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории нашей республики, сообщить в военный комиссариат по месту постановки на воинский учет свое местонахождение. При явке нужно иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках. Этой же категории лиц, у которых нет на руках мобилизационных предписаний и повесток, согласовать в военном комиссариате по месту постановки на учет порядок выезда и прибытия. Руководители организации должны освободить призываемых сотрудников от работы и службы, произвести полный расчет, выплатить заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты. Отдельный пункт касается владельцев транспортных средств, которые стоят на учете в военкоматах. Руководителям организации и собственникам такой техники по особому распоряжению доставить автомобили, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины в пункты согласно нарядам военных комиссариатов. Еще один пункт касается ответственности за неисполнение приказа. Те, кто не явился по мобилизации в указанные сроки и не предоставил транспорт, несут ответственность в соответствии с законодательством России. Сегодня свое мнение о частичной мобилизации и ее задачах высказали эксперты. Это Юрий Суворов, председатель Татарстанского отделения Союза десантников, и Тимур Камалетдинов, директор Республиканского центра «Форпост». Засилие вот этого нацизма на Украине, его надо искоренять. И мобилизация, и поддержка суверенитета, и референдума этих республик. Правильное решение президента. Как все знаем, воздушно-десантные войска всегда на передовой. О подвигах наших ребят все знают не просто со слов, они всегда на передовой, выполняют боевую задачу. И стране, наверное, пора уже встать на военные рельсы. Все те, кто неравнодушен, уже давно говорили о том, что нужна эта мобилизация, потому что ограниченным количеством войск, которые сейчас находятся там, этот вопрос решить очень сложно, потому что с июля месяца Запад вообще не скрывает, что он воюет против нас. А мобилизация вещь ожидаемая и, с моей точки зрения, абсолютно нужная. Основная задача – это сплотиться. У нас достаточно сложно победить на поле боя, но нас очень легко рассорить. И вот это сплочение, наше единство, наша совместная работа на благо нашей Родины, вот это наша основная задача сейчас. Какими должны быть кредитные каникулы для тех, кто мобилизован на специальную военную операцию, сегодня обсудили на проходящем в Казани международном банковском форуме. Сейчас по этому вопросу в Госдуме уже готовится законодательная инициатива. В числе предложений обязательства возьмет на себя государство. Сегодня прозвучал ряд инициатив, что еще можно сделать для успешной работы в новых экономических условиях. Некоторые из них озвучил и президент Татарстана. Банковский форум объединил около 500 представителей банковского сообщества. Что предлагают и где в стране собираются апробировать исламский банкинг, узнал Дмитрий Аренин. Те проблемы, которые сейчас кажутся нерешаемыми для некоторых, будут решены. И из ситуации, в которой оказалась страна, в том числе финансовая сфера, мы выйдем победителями. Банкиры настроены оптимистично. Кредитно-финансовая система продолжает работать стабильно. В Татарстане благодаря кредитам развиваются ипотечный рынок, АПК и промышленность. В нашей республике в банках сейчас находится около 2 триллионов рублей. Вклады населения порядка 800 миллиардов рублей. Отмечу, что несмотря на
текущей ситуации, они выросли с начала года, текущего года, на 6%. Это говорит о доверии граждан к банковской системе. То, что банковская система стабильно работает, показывает результаты работы нашей республики. Вот по промышленности мы не только упали, мы растем 9 с лишним процентов, по валовому продукту тоже у нас рост 5 с лишним процентов. Сегодня на встрече прозвучало множество предложений, как можно улучшить работу банковской сферы. Как сообщили в Госдуме, уже готовят законодательную инициативу по кредитным каникулам для призванных по частичной мобилизации. Такая законодательная инициатива уже готовится. Я в своем комитете дал поручение, чтобы готовили ее. Внимательно посмотреть. С одной стороны, дать такую возможность гражданам. Во-вторых, надо сделать так, чтобы и у банков не было рисков, потому что нагрузка на кредитную организацию может резко возрасти, и мы должны посмотреть, может быть, частично государство должно, или может быть даже полностью, это все вопрос дискуссии, взять на себя риски, связанные с невыполнением обязательств. Сейчас для нашей банковской сферы задача номер один – создать мировую систему расчетов без использования доллара и системы SWIFT. Нужно уходить от этого. У нас есть система передачи финансовых сообщений. Аналогичные системы существуют во многих странах. В Китае, в Казахстане и так далее. Нам нужно использовать этот инструментарий и создавать систему расчетов, основанная на национальных валютах. Уже 45% сегодня нашего товарооборота приходится на страны дружественные, а в перспективе, с учетом отказа планируемого Западной Европы от российского газа, нефти и угля, эта доля должна вырасти. В Госдуму уже внесен законопроект о экспериментальном запуске в стране исламского банкинга. Пилотными регионами станут Татарстан, Башкортостан, Чечня и Дагестан. В ходе дискуссии говорили о необходимости соединения вот этого направления с цифровыми технологиями современными, которые позволяют дистанционно вовлекать в этот процесс участников со многих стран. Причем, если на первых этапах думали о том, что это будут малые суммы и малые объемы вовлечения в процесс средств, то сейчас уже, скажем так, аппетиты возросли. Поэтому смотрим на это направление как перспективное. Рустам Минниханов предложил сделать более доступным участие региональных банков в программах по работе с федеральными средствами поддержки. Для аккредитации программы льготного кредитования установлены высокие требования. Предлагаю рассмотреть вопрос по снижению порога входа или введению отдельных квот для небольших региональных банков. Это позволит сделать поддержку более эффективной и адресной. Для борьбы с мошенниками Рустам Минниханов предложил расширить федеральную программу по повышению финансовой грамотности населения. Часть расходов на обучение могли бы взять регионы. Банковский форум в Казани будет работать еще 2 дня. Предстоят тематические круглые столы и сессии. Дмитрий Айринин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Татарстанские компании заключили 10 контрактов с белорусскими на 2 миллиарда 240 миллионов рублей. Церемония подписания состоялась сегодня в Казани в рамках визита белорусской делегации во главе с премьером Романом Головченко. Сумма соглашения значительная. Так Татарстан и Белоруссия намерены наращивать сотрудничество. Сейчас товарооборот 1 миллиард долларов. Рустам Минниханов главными точками роста назвал сельское хозяйство, поставки техники и нефтехимию. О главных итогах визита расскажет Алия Хайрудинова. Индикатор успешного сотрудничества – это товарооборот между Татарстаном и Республикой Беларусь. Он составляет 1 миллиард долларов. Мы сотрудничаем в сфере сельского хозяйства, транспорта, нефтехимии, медицины, легкой промышленности. Сейчас сотрудничество хотят расширить в части инновационного и инвестиционного климата. Все для импортозамещения. Так, представители бизнеса Белоруссии приветствуют участников форума «Татарстан-Белоруссия». Здесь 23 компании этой страны. Со многими уже налажено сотрудничество. Рустам Минниханов отмечает, 60% сельхозтехники Татарстана белорусского производства. Рост экспорта в нашу республику за первое полугодие более 20%. Существует значительный потенциал для расширение нашего взаимодействия в торговой, экономической, инновационной и инвестиционных сферах. В непростых международных условиях нужно усиливать кооперацию наших предприятий. Мы производим автомобили, самолеты, вертолеты, суда и другую продукцию. 50% нашей промышленной продукции имеет экспортное направление. Особое внимание
в республике уделяем инновационному развитию. Татарстан для Беларуси – это особый регион притяжения потенциала человеческого, интеллектуального, производственного и научного. Сложно найти ту сферу, в которой мы бы не имели глубоких и доверительных отношений. Что интересно сегодня после посещения инвестиционного агентства Татарстана, мы еще раз убедились в том, что структура экономики очень похожа. И это создает дополнительное преимущество для активизации нашего взаимодействия. Несмотря на уже достигнутые показатели, деловое партнерство будут укреплять. С инновационным потенциалом Татарстана делегация знакомится в новом IT-парке имени Башира Рамеева. Делегацию здесь сопровождает Фарид Мухаммедшин. IT-парк, рассчитанный на 3000 резидентов, обеспечит работой 40 тысяч человек. Сейчас в условиях санкций и Татарстан, и Белоруссия понимают, что нужно быстрее реализовывать те проекты, которые раньше откладывали, и помогут в этом инновационные технологии. Привет всем. Основные векторы дальнейшего сотрудничества президент Татарстана и премьер Беларуси обсудили в Кремле. По словам Романа Головченко, товарооборот сейчас растет благодаря тому, что обе стороны смогли оперативно адаптироваться к новым внешним условиям и нарастили поставки на татарстанские предприятия. Наша республика поддерживает давнего партнера в части закупки химического сырья и компонентов нефтехимии. Республика Беларусь на протяжении последних стабильно входит в число лидеров торговых партнеров нашей республики, вот на 5-й позиции. В прошлом году по нашей статистике 850, по вашей статистике 1 миллиард долларов. Но я думаю, надо брать ту цифру, которая побольше. Миллиард. Я считаю, что это неплохая цифра. И я надеюсь, что и в этом году мы достойно отработаем. Сейчас, наверное, уже нет времени для долгих рассуждений. Это еще один вызов для нас, для того, чтобы мы шли быстрее, даже не шли, чтобы мы бежали быстрее и где-то наверстывали в чем-то упущенное. Хотя, конечно же, я должен с вами согласиться, что у нас очень позитивная статистика торговли. Итогом двухдневного визита стало подписание 10 соглашений на сумму более 2 миллиардов рублей. Коснутся они важнейших сфер промышленности Татарстана и Белоруссии. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. С 1 сентября в силу вступило постановление правительства России по содержанию общедомового имущества. Плата за ОДН в многоэтажках будет начисляться не по нормативу, как раньше, а по факту. Таким образом пытаются привлечь жильцов к бережному обращению с ресурсами. При этом у управляющих компаний могут появиться дополнительные средства. Произошел прорыв, платить будут жильцы. И чем дольше устраняют аварию, тем больше это бьет по карману собственников, а не УК, как было раньше. В жилищно-коммунальной арифметике разбиралась Юлия Гоголева. Здесь находится электрощитовая, которая общедомовая. Минахмед Хисматуллин в сфере ЖКХ больше 20 лет. Председателем ТСЖ работает сразу в 13 казанских многоэтажках. Практически у всех жильцов в квартирах счетчики. О новом постановлении об оплате ОДН Минахмед Хисматуллин слышал. Уверен, на платежках его жильцов нововведение не отразится. Хотя, как и все общедомовые нужды они оплачивали по нормативу, этих денег всегда хватало, чтобы покрыть расходы. Говорит, все потому, что коммунальные потери были минимальными. Если хороший хозяин, если хороший управляющий, он всегда будет контролировать. И сантехникой, но управляющих компаний много домов. В каждом же, всех дома не проследишь вот так. У меня сантехник даже ночью приезжает. Когда начинается потоп, сразу датчики срабатывают, ему приходит сигнал, и сразу звонят, и в течение 5-7 минут охрана приходит, у меня даже знает, где закрывать краны. При этом в случае более частых коммунальных аварий потерь становится больше, и средств за ОДН уже не хватает. Есть и 5-этажные, и 9-этажные. Тут все зависит же от потребления индивидуально самими собственниками. Да? То есть кто-то корректно подает показания, кто-то обманывает, да? Управляющая компания, расчетные центры. Поэтому мы с своей стороны выявляем, производим обходы, находим некорректность, находим вмешательство приборов учета. В совокупности это дает такие, так скажем, такие искажения. По новому постановлению, тем, кто до сих пор за ОДН платил по нормативу, в первом квартале следующего года сделают перерасчет согласно фактическому потреблению за весь год. Как говорит Ренат Ахмедзянов, нововведение существенно на цифрах в платежках не отразится. У нас
98% оснащено приборов учета индивидуальными по холодно горячему снабжению, 99% по электроснабжению. То есть эти расходы только индивидуальные и на содержание дома. Поэтому плата, она как была, то есть в пределах этого останется. Плюсом даже будет пересчитана в каких-то жилых домах в случае, если содержание имущества покажет отрицательное значение. В случае для тех домов, где уже было принято решение, плата распределялась по общедомовому прибору учета, никаких изменений не будет. То есть они будут также продолжать платить по общедомовому прибору учета. В случае, если одно из других решений, то, конечно, это будет как бы перерасчет в первом квартале. Он может быть как в сторону снижения, так и в сторону увеличения в зависимости от потребленного коммунального ресурса. По новому постановлению общая сумма оплаты за ОДН будет делиться между всеми жильцами. Мы берем, допустим, общую площадь жилых помещений, сколько у нас составило, сколько у нас произошло потребление, которое у нас является общедомовыми нуждами, и пропорционально вашей площади составляется пропорция и высчитывается, сколько вы должны будете заплатить за общедомовые нужды, как по воде, так и по электроэнергии. Как выяснилось, в Татарстане уже есть дома, в которых по решению самих жильцов уже давно плата за ОДН взималась по факту. Для них в связи с новым постановлением перерасчет производить не будут. Юлия Гоголева, Владимир Гурьянов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Народному контролю 10 лет. Портал стал придирчивее к заявителям и лояльнее к чиновникам. Решение своих заявок теперь можно оценить только лайком. Почему отсутствует дизлайк, выясняли журналисты интернет-газеты «Реальное время». Татарстан стал самым зрелым цифровым регионом России. Республика по итогам первого полугодия набрала больше всего баллов по цифровизации ключевых отраслей экономики среди всех субъектов. Об этом сегодня рассказал на одной из сессий Казан Digital Week вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов. Если раньше в этом направлении для республики ориентиром был Сингапур, то сейчас его власти сами интересуются решениями, которые придумали у нас. За ходом форума следит Вероника Гайнудинова. Сегодня второй день международного форума Казан Digital Week. Программа насыщенная, в каждом зале на определенную тематику. Дискуссии, мастер-классы, доклады, круглые столы. Важная тема – интеллектуальные транспортные системы. Один из проектов ИТС – единая платформа управления транспортной системой. Она же ЕПУЦ. Ее начали разрабатывать 2 года назад. Система собирает и анализирует транспортные потоки в режиме реального времени. Данные поступают от ГИБДД, дорожных служб, такси, каршеринга. Такая платформа может рассчитывать текущую и прогнозируемую нагрузку на дорожную сеть, сбор базы данных и информационная безопасность, сложности, с которыми сталкиваются разработчики платформы. Мы пришли к практической реализации ЕПУЦ, то, что в какой-то части он есть. В рамках, если Республика Татарстан посмотреть, одно дело собрать, дать какие-то рекомендации, всегда вопрос возникает, те данные, которые ЕПУЦе, как их обрабатывать, как создавать модели и как эти модели использовать для управления процессами и, в первую очередь, чтобы можно было использовать для обеспечения безопасного дорожного движения. Это дороги муниципальные с ограничением скоростного режима 60 км в час. Как сделать безопасной дорогу, где будут ездить беспилотники? Над этим работают в Российском дорожном научно-исследовательском институте. Первую в стране тестовую зону по отработке технологий запустят в особой экономической зоне Алабуга. Весь набор, какой существует у нас в стране, за рубежом, эти варианты отрабатываем по специальным устройствам. Это камеры слежения, это лидары, это радиолокационные средства, это средства детектирования движения, точного позиционирования. И разместив их на этой сети, далее запуская движение по нему беспилотного транспортного средства. Беспилотник ездит по реальной дороге, но находится в цифровой среде, говорят эксперты. Поэтому прежде чем выпустить его на трассу, отрабатывают все ситуации. Каждые 100 миллисекунд понимать, где он находится в пространстве, потому что объект динамически движется с относительно высокой скоростью. Поэтому для него очень важно понимать, где он находится, для того, чтобы избежать выезд из полосы движения, наезд на препятствия и так далее.
Автоматическая система управления дорожным движением, мониторинг транспортных потоков и выявление инцидентов. Технические решения отдельных участков новой трассы Москва-Казань разрабатывает еще одна татарстанская компания. Акцент на повышение комфорта и безопасности водителей и пассажиров. От Москвы до Альметьевска можно будет проехать без единой остановки с одним, скажем так, транспондером, либо по номеру, либо по мобильному приложению, и даже не заметив никаких, скажем так, абсолютно никаких сложностей, быстро, с комфортом, удобно, безопасно. Обсуждение продолжится и завтра уже вечером, закрытие форума. Вероника Гайнудинова, Олег Мыльников, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в Доме правительства Рустам Минниханов встретился с министром цифрового развития России Максудом Шадаевым. Обсудили развитие университета Иннополис и проект по представлению доступа школьникам и студентам СУЗов к цифровому образовательному контенту на его базе. В ноябре университету Иннополис исполняется 10 лет. В рамках празднования запланировано проведение форума Digital Innopolis Days, а также подведение итогов двухлетней реализации федерального проекта по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава. Также на встрече говорили о реализации программы устранения цифрового неравенства и подключения социально значимых объектов к интернету. Как отмечают организаторы, Казан Digital Week помогает решать его участникам научные, коммерческие и коммуникационные вопросы. И в этом его огромный плюс. Для Татарстана очень важно вот это формировать, вот это ежегодно, систематически проводить, как можно больше привлекать именно специалистов в своей сфере, чтобы они привыкли здесь общаться, чтобы они привыкли, что здесь действительно удобно и площадка, и место, и возможность ознакомиться с чем-то. Это одна из самых стабильных и интересных площадок у нас в стране, потому что собираются представители бизнеса, представители стартапов, представители научного сообщества, представители власти, когда можно спокойно обменяться мнениями, идеями, представить свои наработки. Мы говорим как про чистые технологии, например, про облачные сервисы, про платформы, про цифровой рубль, цифровые финансовые активы. Но также затрагиваем темы, например, устойчивого развития, потому что это макротренд. Во многих категориях наши приложения не уступают по качеству зарубежным программам. Да, это видно даже в таких, казалось бы, категориях, как, например, офисный софт. То есть у нас есть там как минимум 2 решения. Я приезжаю на Казань Digital Week первый раз. Очень интересно, прекрасное пространство, очень хорошо сделанная выставка, прямо безукоризненно. И самое важное, что, собственно говоря, это не финальная точка, то есть вот 100% импортозаместиться раз тяжело, второе недоцелесообразно, а то движение, которое продемонстрируется. То есть фактически этот год, который называют годом вызова, на самом деле является годом возможностей. О будущем российского ислама говорят в эти дни в Москве. В соборной мечети столицы идет форум, главная тема которого – российское богословие и вызовы времени. Сегодня здесь собрались мусульманские духовные лидеры со всей страны, а также гости из Египта, Иордании, Сирии, Турции и других государств. По мнению организаторов, коранический гуманизм – это фундамент мусульманского религиозного образования. Здесь же открылась выставка «Калям-Шариф. Великое наследие». В ее основе печатный Коран Казан Басмасы, изданный в 1803 году азиатской типографией, а также Коран для детей в 10 томах того же года издания. Среди экспонатов 17 рукописных и печатных работ Галимжана Баруди. Их предоставила Российская национальная библиотека в честь 165-летия богослова. Конечно, это огромная честь для нас принять участие в таком большом проекте. И очень важно, что именно в Московской соборной мечети впервые эти Кораны услышат молитву, потому что они раньше, если и выставлялись, то это было только в музеях. Нам удалось объяснить органам власти и самому мусульманскому сообществу, что для полноценного функционирования уммы и в интересах государства в стране должна сложиться исламская теология как наука. В Татарстане прошел финал второго всероссийского конкурса профмастерства среди работников газозаправочных станций. Почему в этой сфере кадры особенно важны и кто стал лучшим в стране, наш репортаж. Давайте по компрессору расскажите мне, что за оборудование, что за машина. 4 минуты на описание устройства, 2 на проверку герметичности соединений. В условиях ограниченного времени машинисты демонстрируют свои навыки. Это работа с компрессором, охрана труда, первая помощь в теории и на практике. В финале 18 специалистов из 14 регионов. Они стали лучшими на отборочных этапах в июле и августе. Всего в конкурсе участвовали более 650 машинистов от Калининграда до Южно-Сахалинска. Посматриваем его визуально. Оборудование газозаправочной станции требует особого контроля, бесперебойную и безопасную
совместную работу обеспечивают именно машинисты компрессорных установок. Конкурс для них – хорошая мотивация и обмен опытом. Мы очень ценим комфорт и безопасность наших потребителей на наших станциях, поэтому высокий уровень профессиональных кадров позволяет нам эти цели достигнуть. У нас очень серьезный отбор сотрудников, поэтому подготовка рабочего персонала для нас является важнейшим. Участник из Лениногорска Игорь Шевчук занял 3-е место. Лучшим машинистом компрессорных установок стал Егор Кальмаев из Томска. Именно там пройдет конкурс в следующий раз. Лена Синатульна, Игорь Романов, ТНВ, Татарстан. В Пестричинском районе прошел республиканский конкурс среди операторов-штабелеров. Это водители небольших электропогрузчиков. Ежегодный конкурс организовала компания «Татспиртпром», чтобы популяризировать эту профессию среди молодежи и повысить уровень мастерства среди своих сотрудников. Перевести мяч из точки А в точку Б с помощью такой железной руки для конкурсантов, пожалуй, самое легкое из заданий. С миниатюрным погрузчиком на вилке передвигаться уже сложнее. Подцепить с его помощью груз – высший пилотаж. Конкурс операторов-штабелеров на Татспиртпроме проводят в 4-й раз. В этом году до финала дошли 7. Это лучшие сотрудники распределительных центров Казани, Челнов, Альметьевска, Чистополя и Пестричинского района. В первую очередь хочется проверить свои навыки, то есть свои способности. Мандраж присутствует, потому что с каждым годом приезжают другие участники, и как бы ты не знаешь, какой у них предел. Прежде чем попасть на площадку, каждый из штабелеров на отлично сдал зачеты по технике безопасности. Высокий уровень знаний среди сотрудников – показатель зрелости и профессионализма всей компании. Ваша работа, она очень важна, и успех нашей деятельности, нашей компании напрямую зависит от того, какими качествами мы обладаем. А сегодня вы очень наглядно это показали. А впереди у нас с вами высокий сезон в нашем бизнесе. Компания «Татспиртпром» заинтересована в повышении квалификации своих сотрудников и в привлечении новых кадров. При желании здесь каждый может быстро и качественно обучиться новой рабочей профессии. Каждый раз мы проводим новые виды конкурсов, вариантов конкурсов для наших сотрудников, для того, чтобы они оттачивали свое профессиональное мастерство. В этом году удача снова улыбнулась Равилю Миргазиянову из Пестричинского района. Приз победителю 60 тысяч рублей. За 2-е место 40 тысяч, за 3-е 20. Юлия Гоголева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Пестричинский район. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи. Сбережения не только от слова «беречь», но и приумножать. По программе «Почетный пенсионер» финансовый центр «Открытие» предлагает до 15% годовых на ваши сбережения. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. В клинике «Глазная хирургия» Расческов. Мировой стандарт лечения катаракты. Операция – ответственный шаг. Требуется консультация хорошего специалиста. Нам говорили, что создать автогидроподъемник, который будет превосходить зарубежные аналоги, это то же самое, что долететь до Марса. И, возможно, кому-то это действительно казалось невозможным. Но мы сделали это. Автогидроподъемники «Марс». Только ты определяешь свою высоту. Казанский цирк представляет впервые в Казани цирковой мюзикл «Аладдин». Количество спектаклей ограничено. Лечение катаракты от 18 тысяч рублей. Лазерная коррекция зрения 13 500 рублей. В Республиканской клинической офтальмологической больнице за один день. Только до 15 октября. Только в Казани. Сбермаркет делает доставку продуктов из ваших любимых магазинов бесплатной. Попробуйте. Сбермаркет. Выгода в каждом заказе. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Жилой комплекс «Светлая долина». Квартиры в Казани от 16 919 рублей в месяц. Акбарсдом. Дом там, где мы. Дорогие зрители, вместе с вами отправляемся в путешествие по новому сезону. Добро пожаловать! 117-й сезон проведем вместе. Для зрителей старше 12 лет. Срочно нужны деньги?
Поможем всем, от студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 931 106 54 91. Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение. Здравствуйте, в студии Илья Андреев. Это новости о погоде. В пятницу, по прогнозу синоптиков, будет очень тепло. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Азнакаево, Бавлах, Бугульме, несмотря на облачность, ожидается очень теплая погода и преимущественно без осадков. Температура днем составит 24 градуса тепла. Такая же температура ожидается в Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах. Облачно в Актаныше, Менделеевске, Агрызе. По прогнозу осадки не ожидаются. Днем станет теплее до 25 градусов выше 0. В Балтаси, Кукмаре, Варске дождливая погода. Температура повысится до 20 градусов со знаком плюс. В Буинске, Дрожжаном, Болгаре облачная погода, пройдут дожди. Ожидается ночью 12 градусов, днем около 21 градуса тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше ночью потеплеет до 13 градусов тепла. Днем до 23 градусов, выше 0 облачная погода. В субботу теплая погода сохранится, не исключены небольшие дожди. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности и предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы в турецких лирах, китайских юанях и казахстанских тенге. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Надоело щуриться и напрягать глаза? Выход есть. Весь сентябрь. Очки для зрения на заказ всего за 1190 рублей. Корд Оптика. Подчеркнуть стиль, выделить из толпы, позаботиться о здоровье глаз легко. Весь сентябрь в салонах Корд Оптика скидки до 50% на оправы и солнцезащитные очки. Корд Оптика. Заботы о вашем зрении. В Казани облачная погода, ночью потеплеет до 13 градусов тепла, днем дождь и температура повысится 18-20 градусов выше 0. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Атмосферное давление 751 мм ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Магнитное поле Земли неустойчивое, что может стать причиной недомогания метеозависимых людей. В такую погоду следует улыбаться в душе и, как всегда, делиться солнечным настроением. Тогда и погода станет приятной. Всего вам доброго и до новых встреч!